Каждый уголок Чувашского края имеет свое очарование и своеобразие. Чебоксарский район – один из 2 десятков районов нашей республики. И как каждый из них имеет свои особенности, богатую историю и культуру и даже свои исторические тайны. У района есть свое прошлое. Под ставшими нам привычными холмами и лесами сокрыта древняя и насыщенная событиями история. Правда, о ней сохранилось мало сведений. Мы находимся на одном из курганов у села Абашево Чебоксарского района. Это село известно в научной литературе тем, что здесь в 1925 году известный казанский археолог Виктор Федорович Смолин раскопал 3 кургана и открыл новую, неизвестную до этого культуру, названную Абашевской. Она существовала с конца 3-го тысячелетия до нашей эры по 1-ю треть 2-го тысячелетия до нашей эры. То есть примерно 4000 лет назад существовала эта высокоразвитая культура бронзового века. Еще человек не знал железа, но бронзовые изделия известны. Найдены, кстати, в литературе встречаются серпы около села Абашево. Можно отметить, что у них были уже колесницы. То есть это скотоводство, довольно-таки высокоразвитое скотоводство было, возможно, и земледелие. То есть это культура мирового масштаба, которая была очень довольно-таки высокоразвитой. В годы Великой Отечественной войны из Чебоксарского района на фронт ушли более 15 тысяч человек. Более 5600 из них сложили головы на поле брани. Район дал стране 2 героев Советского Союза, военных летчиков Ивана Герасимова и Михаила Карпеева. Указом главы Чувашии Олега Николаева 2021 год в Чувашии объявлен годом трудовой доблести строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Ни в одном учебнике истории не найти упоминания о строительстве Сурского оборонительного рубежа. Сурский рубеж стал не просто оборонительной линией, а линией собственной жизни. И забывать этот подвиг нам нельзя. Особенно эта память важна для молодежи. Все это прошедшая история, о которой мы сейчас можем узнать только из архивов и книг. Но сохранились еще живые свидетели героического прошлого – дети войны. Наступил 1941 год, двери садиков не открылись. Прозвучало страшное слово «война». Мы, дети, не особо понимали, что это значило, но вскоре к осени деревня опустела. Мужиков почти не осталось. Вся тяжесть работ легла на плечи женщин, стариков и детей. Мама вернулась с работы колхозной и заявила, что ее отправляют на строительные работы недельки на 2. Она в свою котомку положила примерно пол-ведра сухарей, пол-ведра сушеной нарезанной картошки, пару новых лаптей, рукавицы шерстяные и носки. К вечеру следующего дня они добрались до одной из деревень на реке Сура. Первую ночь все 7 остановились и спали на полу. На вторую ночь хозяйка догадалась, постелила солому и накрыла большой домашней тканью. Так каждую ночь она их встречала. И с 1941 года, после ухода отца, ухода матери, мы остались с братом. Ему 9 лет, мне всего лишь 5 годиков. Так мы стали хозяевами дома на целых 2 месяца. Многовековая история Чебоксарского района богата замечательными людьми и событиями. Однако время не стоит на месте, и сейчас пишется новая история в разных сферах жизни. Чебоксарский район сегодня является динамично развивающейся территорией, имеющей значительный экономический потенциал в самых различных направлениях. Благодаря хорошо развитой транспортной инфраструктуре, красивой и гармоничной природе, глубочайшему историческому и культурному наследию, район имеет значительный туристический потенциал, который развит в целую индустрию. Всего насчитывается более 50 объектов туристического показа. На территории района расположено 27 гостиниц и санаториев.
В настоящее время современное общество все больше приобщается к возрождению и развитию народных традиций, обычаев и обрядов. Большой интерес своей историчностью и масштабностью представляет этнокомплекс Чемень-Карди в деревне Малый Сундырь. Городище Чуваш-Керем создано силами Союза чувашских краеведов при поддержке администрации Чебоксарского района. Находимся мы здесь на территории старинной почтово-ямской станции Малый Сундырь, стан Ял. Проходили здесь купцы, путешественники издревле из Москвы в Сибирь и далее в Китай. И было здесь бойкое торговое место, и поэтому было здесь решено воссоздать музей почты и музей суваро-булгарской культуры. Здесь в музее собраны экспонаты силами Союза чувашских краеведов и местных жителей, которые с любезностью принесли их в дар. В частности, в музее почты воссоздана экспозиция ямщицкой, где собраны экспонаты, предоставленные семьей последнего ямщика Погодейкиным Мироном Никифоровичем. Здесь у нас еще находится кафе «Колесо» и гостиница, где усталые путники могут остановиться и передохнуть. Музей «Бичурин и современность» стал визитной карточкой района. Ежегодно его посещают более 200 туристов ближнего и дальнего зарубежья. Деревня Кипнеры Чебоксарского района – родина ученого Никиты Яковлевича Бичурина. О нации судят не по низинам, по вершинам. Никита Бичурин – вершинная фигура нации, говорил Геннадий Никандрович Волков. Первый из чувашей, член Российской академии наук, Никита Бичурин еще при жизни изумил своими научными достижениями не только русский, но и даже иностранный ученый мир. Бичурин был широко известен просвещенной России. Его знал Пушкин, о нем писал Белинский. Он еще при жизни был признан великими людьми. С целью дальнейшего изучения его наследия Музей «Бичурин и современность» ежегодно в день его рождения проводит бичуринские чтения. Музей является культурно-образовательным центром, рассказывающим об истории Чебоксарского района и его знаменитых людях. Ишакский краеведческий музей дорожит своей историей. Расположился он в старейшем двухэтажном доме купца Костина XVIII века. Во время Великой Отечественной войны в Ишаках жили 120 эвакуированных ленинградских мальчиков и девочек. Колхозники приняли их как своих детей, разместили в этом самом двухэтажном здании. Суровые годы войны и Чувашское село навсегда остались в памяти эвакуированных детей. В Ишакском краеведческом музее хранятся документы, письма, фотографии ленинградских детей, которые воспитывались в детском доме села Ишаки в 43-48 годах. В музее имеется отдельная экспозиция, посвященная уроженцу деревни Сятра-Марги, народного художника РСФСР Владимира Ильича Мешкова. Она побывала на выставках во всех уголках планеты – на Кубе, во Франции, Германии, Гане, Нигерии. Богат Чебоксарский район и мастерами пера, произведения которых стали достоянием литературного наследия Чувашей. В Ыковской школе, которую открыл известный чувашский просветитель Иван Яковлевич Яковлев, учился выпускник Симбирской чувашской учительской школы, классик чувашской литературы, переводчик, критик и поэт Николай Васильевич Шубосинни. Музыкальные произведения композитора, хорового дирижера Лебедева Германа Степановича, уроженца деревни Салабай-Косы, полны сердечной теплоты, оригинальных мелодичных находок. В них явно ощутим национальный колорит. Его песня «Таван Чержив» на стихи Ильи Тукташа была утверждена в качестве государственного гимна Чувашской республики. Базы отдыха и санаторий-профилакторий стали любимым местом для посещения как самих жителей района и города Чебоксары, так и гостей Чувашии. Наш санаторий расположен в экологически чистой санаторно-курортной зоне на живописном берегу реки Волга, в 17 километрах от города Чебоксары. Мы являемся одним из крупных предприятий Чебоксарского района. Санаторий «Волжанка» основан в 1980 году.
И вот уже много лет является излюбленным местом отдыха и лечения горожан и гостей Чувашской Республики. У нас созданы все условия для комфортного отдыха и лечения. Приезжайте к нам всей семьей, с друзьями, с коллегами, отдохнуть и насладиться полноценным и интересным отдыхом. Добро пожаловать в наш санаторий! У нас огромный туристический комплекс, который включает в себя барный комплекс, ресторанные услуги, ресторанный комплекс, получается, гостевые дома для отдыха и очень много площадок, которые расположены территориально на нашей базе под открытым воздухом. В общем-то, на самом деле, все получают удовольствие. Чебоксарский район богат духовным наследием. Паломничество и посещение святых источников наполняет души людей светом христианского православия. Район отличается тем, что здесь имеются уникальные образцы храмовой архитектуры. В начале XIX века на территории района начали возводиться первые архитектурные памятники истории и культуры – церкви, которые сохранились и по сей день. В селе Янгильдино каменный православный храм в честь Рождества Христова построен в 1908 году на средства прихожан на месте старого деревянного. Ишакскую церковь начали строить еще в 1754 году. Этот храм до революции считался самым большим в Чувашии. Храм был, конечно, великолепный, красивый, но в безбожное время его разрушили. В 1933 году разрушили этот храм до основания. Вот со временем вера среди людей не пропала. С такой надеждой начали строить новый храм, который стоит вот сейчас на данный момент, этот храм. Есть у нас хороший источник, целебный источник, тоже приходят, купаются. В храме ныне находятся благодатные древние иконы Тихвинской Божией Матери, Николая Чудотворца, а бабушки откуда-то принесли старую икону святого Авраамия Булгарского. Святые источники, пользующиеся большой популярностью среди жителей Чувашии и ее гостей, имеются возле села Абашево и деревни Ердова. В Чебоксарском районе стабильно развиваются учреждения социальной сферы. Ежегодно в районе ведется работа по повышению доступности и качества образования. В деревне Большие Катраси открылся детский сад «Мечта». Долгие годы жители деревни Большие Катраси ждали строительства этого детского сада. И вот в июле 2019 года началась его история строительства этого детского сада. И уже в сентябре 2020 года мы смогли его открыть. В детском саду функционирует современный музыкальный зал, спортивный зал, кабинет логопеда, кабинет психолога, кабинет коррекционной работы. Большекатрайский детский сад «Мечта» является самым современным детским садом Чебоксарского района. И хотелось бы, чтобы подобные детские сады появлялись в других населенных пунктах. Мы очень ждали, что открылся наш садик. У меня 4 детей, и все они ходят в этот хороший, отличный садик. Открытие нового садика стало большим импульсом для развития нашего села. Ежегодно в районе появляются центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». На сегодняшний день они функционируют в 12 школах района. В рамках национального проекта «Культура» в деревне Курмыши открылась первая в республике библиотека нового поколения. Распахнул свои двери новый дом культуры в селе Янгильдино. Спорт и здоровый образ жизни являются необходимым условием качества жизни современного человека. Физкультурно-оздоровительный комплекс «Улыб» является основным спортивным объектом района. Ежегодно его посещают более 500 тысяч человек. В селе Ишлее состоялось открытие футбольного поля с искусственным покрытием. Начато строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Поднялся сам, помоги своим близким. По такому принципу живут созидательные люди. Среди них Альбина Егоровна Егорова, уроженка села Абашево, чувашский и российский государственный деятель, председатель Государственного совета Чувашской республики, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия». Ну и работая уже в районе, я чувствовала ответственность перед своими родителями, во-первых, то, что они всю жизнь трудились именно в родном районе, никуда не уходили. И мое необходимость присутствия в районе, мое знание, хотела, чтобы как-то район развивался.
отношение к работе было таковым, чтобы каждый, кто приходил ко мне за помощью, я хотела, чтобы им была оказана помощь обязательно в решении их вопросов. Получалось? Получалось. Поэтому, наверное, как-то уже потом, последующим, когда с людьми общаешься, все-таки доверили мне быть депутатом Госсовета Чувашской Республики. Никогда не думала, что я стану депутатом Госсовета. Совсем недавно покинула нас человек-легенда Чувашей Мария Симакова, которая прошла путь от простой вышивальщицы чувашских узоров до художника высокого уровня. С Марией Васильевной Симаковой я познакомилась в летом 2019 года. Тогда она пришла в Чувашское книжное издательство, и у нее было пожелание издать книгу, в которой собраны были бы ее работы. Мы начали работу действительно в 2019 году. Как и планировалось, книга вышла в свет к Дню Республики. К сожалению, Мария Васильевна сама не дожила до этого момента. Она очень ждала эту книгу, но мы выполнили свое обещание. Сегодня эта книга представлена уже широкому кругу читателей. Уроженка села Абашево 30 лет проработала на фабрике Паха-Тере. Мастерица владела секретами большого количества старинных швов. Ее работы хранятся в Государственном музее этнографии города Санкт-Петербург. В Чувашском национальном музее более 100 работ. Заслуженный художник Российской Федерации щедро делилась своими умениями и знаниями с подрастающим поколением. Продукция фабрики Паха-Тере известна во всем мире. Фирма художественных промыслов Паха-Тере является уникальным предприятием для Чебоксарского района, потому что именно на нашем предприятии используются 3 вида вышивки. Испокон веков ручная, вышивка-автомат, машинная вышивка. Мы продолжаем наследие, то наследие, которое нам дали наши предки для наших потомков. Поэтому наше предприятие считается уникальным. Всемирное признание получила чувашская компания «Геона». Она завоевала прочные позиции и репутацию производителя дверей только самого высокого качества. Фабрика дверей «Геона» основана в 2000 году и за 21 год стала ведущим предприятием отрасли. Мы производим межкомнатные входные двери, специализированные противопожарные двери и интерьерные решения. Сейчас компания «Геона» имеет 3 производственные фабрики в селе Чемурша, Синьялы и Новочебоксарске со значительными производственными мощностями. «Геона» – это сильный бренд, признанный покупателями. И это означает, что мы идем правильным путем. На сегодня дилерская сеть состоит из более 500 торговых представительств в России, странах СНГ, а также США, Канаде и Объединенных Арабских Эмиратах. И мы продолжаем открывать новые границы по поставке дверей в самые отдаленные уголки мира. Хлебопекарня «Колосок» является одной из самых востребованных в Чебоксарском районе производителем хлебобулочных, кондитерских и кулинарных изделий недлительного хранения, то есть продукции из чистого экологического сырья без добавления улучшителей. Продукция у нас поставляется в город Чебоксары, город Новочебоксарск, Чебоксарский район, также город Цивильск и Цивильского района. Пользуется очень большим спросом, поэтому мы в последнее время даже не успеваем выпускать, и мы решили новые линии запускать. В число лучших предприятий района входят также общества с ограниченной ответственностью, торговые предприятия «Сувар-2», «Энергия», «Зодчий центр», «Импресса», «Фалинда», «Тарават», «Мега Юрма», акционерное общество «Агрофирма Альдеевская», закрытое акционерное общество «Прогресс» и другие. С 2020 года на территории Атлашевского сельского поселения на полную мощность начал работать крупнейший в республике тепличный комплекс «Новочебоксарский». Наш тепличный комплекс Новочебоксарский – это комплекс 5-го поколения. На данный момент на тепличном комплексе работает порядка 500 человек, в том числе дает большие отчисления в бюджет Чебоксарского района. География реализации нашей продукции, можно сказать, от Калининграда до Омска. Плюс продуктовые сети, такие как «Пятерочка», «Магнит», «Лента», «Метро» и так далее. Ну и могу сказать, что плановый объем реализации продукции в 2021 году – это 19 тысяч тонн.
Предпринимательство – одно из важнейших составляющих современной экономики ярких черт людей Чебоксарского района. Фермерское хозяйство Арины Платоновой в деревне Хазандайкино занимается выращиванием клубники итальянского сорта «Мурано». Получение грантовой поддержки по программе «Начинающий фермер» способствовало расширению площадей до 5 гектаров. В 2019 году наше хозяйство начало деятельность с выращивания земляники садовой. На сегодняшний день формировали кооператив «Чебоксарская ягода». В этом году на новом участке, там через дорогу, у нас сейчас там 6 гектаров под овсом, будем высаживаться, перепахивать. Будет строительство нового цеха. Там мы планируем начать переработку. Сейчас переработка осуществляется более бытовым методом. Мы производим чипсы, пастилу. Ну и, соответственно, работаем на рынке северных регионов и на Москву. В 2020 году организация «Чеба Милк» завершила расширение животноводческого комплекса по производству молока с содержанием до 1200 голов крупного рогатого скота. В данном комплексе использованы ведущие технологии по обеспечению энергоэффективности. Цель проекта – использование всех самых прогрессивных технологий в области животноводства, минимальное использование ручного труда. Ишлейский завод высоковольтной аппаратуры является социально значимым предприятием района, от успешной работы которого зависит обеспеченность населения рабочими местами. Основная продукция предприятия – комплектное распределительное устройство для учета и распределения электрической энергии в распределительных и трансформаторных подстанциях 6-10 киловольт. Ишлейский завод высоковольтной аппаратуры является одним из самых главных предприятием Чебоксарского района, но также и важным предприятием Чувашской республики. Об этом предприятии знают многие по всей стране. Главные наши заказчики – это такие знаменитые компании, как «Лукойл», «Транснефть», «Роснефть», «Татнефть». А в настоящее время изготавливается продукция для «Росатома». Поэтому у завода довольно-таки огромная история, солидные партнеры, и мы всегда смотрим вперед и в будущее. Акционерное общество «Чебоксарский электромеханический завод» является одним из ведущих производителей электротехнической продукции для отраслей нефтегазовой, энергетической, металлургической промышленности и объектов жилищно-коммунального хозяйства. Предприятие успешно осуществляет разработку нового оборудования и технологий его производства, изыскивает возможности вкладывать средства в новые производственные мощности. Ежегодно на нашей территории появляются новые цеха, необходимые нам для того, чтобы обеспечить наших клиентов нашей продукцией. Да? То есть спрос на нашу продукцию она растет, и, соответственно, нам требуются новые мощности. Но зачастую сталкиваемся с большой проблемой, то, что не хватает специалистов на нашем заводе. Да? То есть хотелось бы видеть новых специалистов, да, то есть с новыми силами, с новой кровью, как говорится, чтобы наше производство росло дальше и дальше, и тем самым поднимало и наш Чебоксарский район. Николай Евгеньевич, ну вот у вас работа непочатый край и перспективы, но, наверное, все равно, вот, когда у вас выпадает минута отдыха, да, наверное, вы мечтаете, вот в своих мечтах, лет через 50, да, вот вы отработаете, вы будете уважаемым уже человеком преклонных лет. Каким вы видите свой, да, родной Чебоксарский район лет через 50? Были такие мечты? Как-то, наверное, думали об этом? Ну, конечно, думал, но как бы так глубоко, наверное, не задумывался. Но вот как бы сейчас хочу, конечно, сказать, чтобы он хотелось бы, конечно, экономически развитым был, благоустроенным, чтобы люди, живя в Чебоксарском районе, получали все удобства, все качества, и чтобы люди хотели жить в районе, работать, создавать крепкие семьи и, конечно, работать во благо нашего же района, и чтобы отношения были хорошие между людьми, и чтобы все было у нас хорошо. Но еще, конечно же, вот мы говорим сейчас, дороги мы ремонтируем, водопроводные сети ремонтируем, много школу строим, там, да, садик мы сейчас в 2020 году ввели в Больших Катрасях. Чтобы это было, чтобы нужно, чтобы для этого должны быть люди, население должно быть, чтобы мы рожали побольше детей. В семье, чтобы было не менее 3 детей, тогда все будет хорошо у нас. Если дети будут, значит, есть куда стремиться, двигаться вперед. Все, лайк.